люди, которые обнимались, целовались во время Олимпиады, потом вдруг становились антиказахскими, антикыргызскими. Это на самом деле тоже, я думаю, показатель того, что мы близки. Я отношусь к деколониальной оптике как к чему-то, что было во все времена во всех народах. То, что вот мы были одинаковые, разные, разделились, это очень конструктивный подход. Если бы Палестина была признана государством, все это шло бы абсолютно по-другому. Добрый день! Снова с вами СМД, и мы с вами вместе будем вспоминать и размышлять. Сегодня у нас очень интересный гость, Жар Зардыхан, историк и политолог из Казахстана. Добрый день! Добрый день, спасибо за приглашение. Очень рад Спасибо, с что вами вы до нас все-таки побеседовать. доехали. Жар, мы давно за вами наблюдаем, и у вас очень интересный спектр интересов. Я предлагаю вам чуть-чуть выйти за историю политологию, поговорить об идентичности, колониальности, о деколониальности, о казахах, о кыргызах. И, ну, давайте проговорим многие вещи, которые сегодня очень активно обсуждаются в обывательской среде. Может быть, мы к ней сделаем какой-то вот такой прирост. Да, обязательно. Тем более, я думаю, все эти темы, они очень близки, связаны, как казахи и кыргызы тоже. Да, давайте. Вы немного расскажите о себе. Я историк, политолог. Я сначала занимался политологией, потом перешел на историю, а, и так больше политологию особо напрямую в плане академическом, образовательском не возвращался, но занимался этим. Я много лет в университете работал на факультете политологии и международных отношений. Ну, конечно, преподавал и исследовал историю в том числе. А вы преподавали, а сейчас вы не преподаете? Я примерно с пандемией года 4 не преподаю, но, как вы тоже видите, у меня есть желание иногда читать лекции, поэтому вот как в гостевом формате я езжу, и мне это нравится. Это намного лучше, чем потом оценивать доклады, и ставить оценки и прочее. Поэтому я бы сказал бы, что я от академии не ушел, от формального и официального преподавания отошел, может быть, на время. Когда мы будем вспоминать пандемию, мы будем и понимать, что она нас многому чего научила. И во многом, мне кажется, переоткрыла нас для себя самих, да? Да, и я думаю, если бы без пандемии мы вошли бы в мир такого агрессивного интеллектуального интеллекта, искусственного интеллекта, было бы намного сложнее, да, и в плане коммуникации, в плане вообще организации дистанционной дискуссии, э, при всей трагедии пандемии, конечно, она нас раскрыла. Ну и я думаю, мы тоже поняли, а, человечество, свое общество со всеми антиваксерами и прочими людьми, которых мы думали в мире не существует. Оказалось, что они везде и иногда очень даже рядом. А, Жан, может быть, я вас задам вам вопрос, с которым я уже задаюсь который год. И, может быть, у вас есть какие-то размышления? Наш мир как-то очень быстро радикализируется. Что я имею в виду? Вот эти вот все повороты, деколониальный поворот, консервативный разворот, они приводят к тому, что возвращается какая-то вот авторитет силы, авторитаризмы, милитаризации. То есть мы же помним еще время пацифистов, гуманизма. В последнее время происходит вот какая-то такая странная штука, какого-то накопления агрессии, может быть, тестостерона. Что это такое? Вы могли бы у Ну, вас тестостерон и агрессия — это всегда рядом, одно идет к другому и наоборот. Насчет общей, глобальной, я бы был бы немножко осторожен в том, что вот мир становится агрессивным. Я бы, наверное, связал бы это больше с коммуникационными возможностями, что если раньше просто физически у нас не было инструментов, чтобы какой-то человек свои странные мысли распространял,
Сейчас, там, в эпоху WhatsApp-чатов, интернета и прочих вещей, мы про это слышим намного больше. До этого, ну, мы бы сказали, что это был бы какой-то, не знаю, безумец в каком-то ауле, говорит про что-то. Сейчас спокойно человек может распространять, это подхватывать. И в этом смысле мы про это слышим больше, мы про это видим больше. Некоторые люди, в том числе радикальные, у них намного легче возможность организоваться, находясь в разных участках а, мира. То, что мы говорили про постпандемический мир. Но так в целом, если бы исключить, возможно, что они видны, и у них хорошие коммуникации и распространение информации, я бы лично не сказал бы, что мир прямо становится агрессивнее и радикальнее даже. В какой-то мере параллельно с этим распространяются и другие идеи, в том числе и гуманистические, ну, как можно сказать. Поэтому все двигается быстро, мы об этом слышим намного чаще, быстрее. Но я имею в виду даже не социальные Мгм. коммуникации и не сети. Я говорю, знаете, такие ролевые политические модели. Вот мы сегодня, ну, вот последние годы мы видим такой образ Трампа, Путина. И эти ролевые модели в разных странах и в наших регионах, они как-то все больше преобладают. Я сейчас скажу опять вторую вещь про тестостерон, ну, такой вот какой-то мачизм, да, и, такого типа, лидеры, как там Вацлав Гавел, их, ну, вообще, мне кажется, не наблюдается. Соответственно, если это политическое лидерство, то и политические модели, они становятся все вертикальнее, вертикальнее, как наши горы. Мгм. Я понял, да. А насчет вообще, в принципе, роста авторитаризма, ультраправых или правых течений, ну, некоторые это связывают, с волновым развитием демократии, что бывали моменты, что А, это было на спаде, потом бывает, момент волновой, что потом, авторитарные, радикальные или правые идеологии сдают, и поднимаются, ну, более, скажем так, либеральные, или и более мирные. Но, я в какой-то мере тоже понимаю, почему вот мачизма становится, агрессии, тестостерона больше. Например, если мы посмотрим историю фашизма, глобального фашизма, он пришелся на период, когда, ну, так называемый капитализм, в его своем ключе, вдруг почувствовал опасность, что они теряют а, свое влияние, чувствуют себя в опасности из-за развития марксистских, социал-демократических и прочих движений. И, как мы знаем, что в государствах, где фашизм преобладал, были государства с очень сильным левым движением. Я думаю, тоже можем сказать и про современный мир. Патриархат понимает, что в честной борьбе они будут уступать а, эмансипационному движению, тысячелетнее их доминирование в какой-то мере даже там, в странах, в обществах, где это не было, скажем так, открыто под атакой, чувствует свою, я не знаю, уязвимость, поэтому они становятся агрессивными, и это, в свою очередь, влечет и политические изменения, всякие реформы, агрессивные, запрещающие какие-то законы и политику. Поэтому, я думаю, это тот момент, которого не избежать. Ну, я бы тоже сказал, что вот из-за этого значит, что мир в какой-то мере движется в правильном направлении, если кто-то раздражается, если они чувствуют свою уязвимость, наверное, так. Знаете, мне вспомнилось, что, когда, для нас это какая-то бумажка, хрестоматия, декларация о правах человека, которую создала в 45 году. Но на самом деле, я как-то почитала историю. То есть, в 45 году собрались представители многих стран, европейских, азиатских, разных стран. Это были люди, которые видели войну, это люди, которые видели все ужасы, покалеченные, люди, которые имели физические, родственные потери. То есть это такой посттравматический. Люди собрались, чтобы договориться, чтобы больше этого не было. И написали этот, на мой взгляд, гениальный документ.
Я почему об этом говорю? Мы вчера разговаривали с вашей коллегой Нарцисс Шукуралиевой, и мы говорили про расизм. Она, про вот новое измерение, такое новое социальное измерение расизма, как она называет. Когда мы сегодня смотрим, например, миграционную политику беженцев, там очевидно звучит вот эта вот струнка расизма, и в этом смысле, в той же России есть, на мой взгляд, потрясающий исследователь Виктор Шнерльман. Он тоже говорит о расизме и обосновывает это как раз-таки вот депортациями и прочими вещами. А я почему говорю с вами о расизме? Есть ли у вас такие ощущения? И второе, когда мы говорим про фашизм как про прошлое, вообще, когда мы говорим про что-то как о прошлом, мы долго жили и думали, что милитаризация — это прошлое, а, фашизм — это прошлое, Антиваксеры. расизм — это, Антиваксеры — это прошлое, да. да-да-да, антиваксеры, фашизм — это прошлое. Но мы сегодня вот с этой, волной агрессии, к Да. сожалению, видим, что все Абсолютно, я возвращается. согласен. Насчет, фашизма я не говорил, что это в прошлом. Я говорил, скажем так, период, когда она, возникала, возрождалась. Конечно, фашизм, как и расизм, как и любая форма агрессивной политики, она, ну, может видоизменяться, но она не меняется. Конечно, я бы сказал, в современном мире где-нибудь там, я не знаю, если мы говорим про, русские фашистские движения, вот когда мы говорили про прошлое, про дедов, конечно, было бы странно, что, Когда мы говорили про дедов, и что вы ну, имеете в люди, виду? которые видели войну и что они более пацифистские сейчас, ну, те люди, которые там зигуют, я не знаю, где-нибудь в Воронеже, возможно, их деды воевали в антифашистской коалиции, то есть, ну, против, нацистской Германии в какой-то ключе. Забывается, видоизменяется. Есть фашизм, даже с атрибутами, например, нацизма, например, и в азиатских странах, что тоже очень странно. Но да, мир, он такой, есть много агрессивных, глупых людей. Они выбирают себе очень разные формы, а, самоизъявления, в том числе и эти формы. Насчет расизма, конечно, я думаю, я бы тут уточнил, что то советская и, можно сказать, старая школа, под которой люди понимают расизм, в какой-то биофизиологической форме, что есть там определенные расы, там 4 и так далее. Конечно, мы не имеем в виду расизм в такой форме, он намного широк. Социально-культурный конструкт, а не физиологический, не только цвет кожи, понятное дело. То есть внутри, даже так сказать, номинально людей одного цвета кожи бывает расизм, то есть, ну, в его современном, понимании, в том числе и научном. Она всегда, существует, цвет кожи или как человек выглядит, или какие-то внешние атрибуты. Это один из самых легких маркеров, по которым люди отличают друг от друга. Например, гендерный фактор — это то же самое. Вот женщина, вот мужчина, вот там эти люди не наши, и поэтому это всегда существует. И, в отличие от определенного периода, м, несколько десятилетий назад, сейчас этим подыгрывают и политики, и поэтому это становится, конечно, очень опасным. И мы не говорим про какие-то теоретические вещи, про волеизъявление, какой-то антимиграционный закон. Мы имеем в виду, что доходит до войны, до убийств, и это, да, такой момент, с которым мы всегда сталкиваемся. Искоренить расизм мы вот когда говорим про независимые государства Центральной Азии, когда мы говорим про репрессии советского периода и колонизацию Российской империи, э, и иногда в разговорах можно слышать, что вот нам это надо раз и навсегда решить. Это очень долгий процесс, мы будем через это проходить десятилетиями, если не столетиями. Когда мы говорим про рабство, например, многие аспекты осознания периода рабства, которое формально, например, было уже отменено в XIX веке, то есть там, 160-170 лет назад, к некоторым травмам, некоторым
остаткам этого мышления, этой системы осознание приходит только сейчас, почти через 2 века, например. Поэтому расизм жив, расизм, всегда жил. И, ну, в отличие от многих других вещей, например, политически люди очень часто ведут себя корректно. Ну, человек может считать себя демократом, либералом, например, там, говорить про гуманизм, про общечеловеческую цивилизацию. Но когда дело касается каких-то более узких вещей, человек может спадать а, в тот же расизм, ну, называя определенных людей там выражениями и ассоциируя их с каким-то там, не знаю, внешностью, с разрезом глаз и прочее. А, И очень часто даже это нормализуется. Ну, если там политики, если кандидаты в президенты могут там называть людей по а, а, говорить про них негативные вещи в коннотации с их внешностью, происхождением, поведением и прочее. То есть это, а, конечно, живо. К сожалению, декларация, универсальная декларация о правах человека, как и многие другие вещи, остается нормативным документом. Реалии совсем другие. Тот же ООН, который строился на поствоенном мире, привел к системе, где доминируют определенные суперсилы, поэтому на уровне безопасности там, в разных войнах, в Газе, Палестине, в других местах, э, никак не решается, потому что механизм построен не для этого. Поэтому мы живем в таком мире. Я не очень большой сторонник тоже пессимистического отношения к этому, потому что есть и статистические данные, по войнам, и, скорее всего, мы живем, ну, в самый мирный период. Вот до войны в Украине мы точно там были. Сейчас, конечно, немножко не так, но это не значит, что все хорошо, все очень плохо местами, временами в некоторых регионах для некоторых групп людей. Всего этого могло бы не быть. То есть мы быстро забыли, что войны — это разруха как для победителя, так и для агрессора, и для всех людей, глобальной мировой экономики, экологии. Но человек, и это мы знали всегда, он не такой разумный. Вы знаете, вот memory studies говорит, что пока люди помнят травму, так, ну, например, вот эту ту же самую декларацию и людей, которые травмированы и написали этот документ, пока 3 поколения помнят эту травму, эта травма, они избегают войн, ужасов и так далее. Третье поколение, забывает, и начинается романтизация. Мне кажется, что это интересная концепция, потому что она сейчас очень наглядная. Да, вот, например, Вторая мировая война, победа, 3 поколения ушли, и кто бы мог подумать, что русские нападут на Украину, на украинцев, да? Или, вот тема, связанная, с фашизмом, с расизмом, о котором мы говорим, который, казалось, вчера, сегодня возвращается, и вот какие-то такие симптомы, да. В той стране опять жгут книги, да, или какие-то этнические доминантные марши и с определенными лозунгами. И это напоминает фашизм. Если мы говорим про расизм. Кстати, вот я просто приведу свой личный Мгм. опыт, Да, а потом отлично. спрошу про ваш личный. Я недавно была в банке, стояла в очереди, и за мной зашла такая женщина, такой европейской национальности, пожилая, такой божий одуванчик. И когда кто-то зашел за ней, и спросил ее: "А за кем вы?" Я спиной почувствовала, она показала на меня и говорит: и "Вот держитесь за этой националкой". Это в России, да? Это в Бишкеке. О, Да, в Бишкеке совсем, ну, в общем-то, потому что недавно. этот лексикон не Да, наш. не га Да. нет, нет, Кто-то, возможно, откуда-то приехал, ну, я такое не слышал. Вы знаете, дело в том, что я почему говорю, что я Да, да. почувствовала это спиной, А, потому что моя спина широко распахнула глаза мгм. и узнала этот лексикон. В моей школе, когда я еще училась в школе, это был самый политкорректный, термин обозначения нас, не азиатов.
Нас Мгм. было трое там из 40 человек. Кстати, школа вот здесь недалеко, Да. она здесь находится. И самый политкорректный, например, зауч, учительница, она могла обозначать нас довольно часто. Она говорила, ну вот там такой-то, такой-то, такие-то, такие-то. И вот как бы наше, давайте выберем национала, да, вот То есть такой это тип. корректный вариант более, да? Это самый корректный вариант. Сейчас, конечно, это некорректный вариант, вообще, но, если мы перейдем к памяти первой части, что, конечно, есть какие-то общие статистические, показатели, но, например, пример Первой и Второй мировых войн, если взять ту же Германию, это не то, что 3 поколения. Есть люди, которые участвовали и в Первой мировой войне, и в Второй. Просто различные течения, манипуляции, пропаганда. И я думаю, очень часто важна пропаганда, потому что она вытесняет ту память войны, и она очень быстро вытесняет. Так случилось и, ну, и в Советском Союзе, там, не знаю, там, при Сталине День Победы, и при Брежневе День Победы — это совершенно разные вещи. Хотя мы бы не сказали бы, что много поколений прошло. Есть манипулятивные техники, которые иногда прерывают эту естественную память внутри семьи, внутри общества. И поэтому, как с любым маркетингом, агрессивную, военизированную, экспансионную любую политику при присутствии определенных ограничителей, там, контроля над там, свободой слова и прочие вещи, к сожалению, это делается очень много. И часто и люди, и общества, которые жили мирно, если мы видим какие-то, ну, примеры геноцида, например, столетиями иногда жили мирно, но какая-то радиостанция, какая-то газета, какая-то, иногда какой-то пастырь может еще сажать в один момент, и человек идет резать своего соседа, с которым деды жили мирно. Бывает и такое. Насчет расизма, он есть везде, он есть в разных формах, иногда, можно сказать, такой в национально-этнической форме, гендерные, все эти дискриминационные вещи есть везде. Ну, если бы вы были бородатый мужчиной, там, не знаю, под 100 килограмм, как я, в зависимости от страны, в зависимости от места расположения. Я тут даже не говорю про расовый элемент, то, например, в аэропортах, например, отдельная проверка. Бывает даже в Казахстане проверяют. По-моему, называется это выборочная проверка. Я на эту выборочную проверку попадаю очень часто. А, ну, я думаю, какие-то параметры есть. Вот, если там среднего. А, ну, нет, возраста, возможно, да, бородатый, Мужчина, азиатский молодой мужчина мужчина с абсолютно, да. бородой. Наверное, да. Наверное, вы еще провоцируете какими-то артефактами, нет? Не, абсолютно нет. У меня никакой символики нету. Борода — это естественная растительность. Она у меня есть из-за лени, потому что бриться — это очень неприятно. Бриться каждый день — никогда не понимал этих людей. Я на все готов. Даже гимнастику по утрам делать, бриться — нет. Ну и поэтому человек попадает, ну и бывает, ну, зависит от страны и так далее. Конечно, любой человек. Вы рассматриваете это как расизм? Вы рассматриваете, ну, то есть, в смысле, это самое, яркое, нет, неправильно. Это, из вашей личной практики, когда вы М. спрашиваю и когда я вас спрашиваю, сталкивались ли вы с расизмом, как бы последнее, наверное, впечатление — это вот все, что связано с аэропортом и с этими. Нет, это не последнее, это А одно из. вообще у Да, вас есть в памяти, вы сталкивались? Мне еще это интересно с точки я вам зрения вот насчет национала, преподавателя. да, Мгм. скажу, что я, вырос в азиатской стране, но не советской. Мгм. Ну и быть азиатом в этой стране, было не только, ну, я бы сказал, 99%, если не больше, были азиатами. Поэтому вот эту часть детства, что вот азиаты, вот Мгм. эту часть я пропустил. И, к счастью, у меня такого опыта не было. То, что, например, даже внутри Казахстана в советский период, особенно, ну, в северных городах, регионах, и не только, конечно, это большая травма и ужасные вещи. И иногда даже так прислушиваешься и даже не веришь, что такое может быть. С этим мне повезло, потому что, ну, я вырос в стране, где все были азиатами.
А, и я думаю, в моем случае отличительной частью, потому что, ну, я родился, вырос в Монголии. В Монголии казахи — это самое большое этническое меньшинство, и их никогда не было больше 5%. То есть от 3 до 5%. То есть, ну, по современным меркам это моноэтническое государство, это мизерная группа, но так как мы самая большая а, этническая группа, которая не относится к монгольской, другая религия, другой язык. И поэтому там не надо было называть какие-то националы и другие вещи. Мгм. Ну чё, казах. А, это не обязательно в негативной форме. Вот, типа, наш сосед, он казах, окей. Это было так, но в Казахстане, в Монголии, Осетия, есть регион, где большинство этнические казахи, айнульки, аймак. А, Там тоже был период, где больше 90% населения были казахи, и там есть другие, в том числе монгольские, а, этнические группы, и у них система была тоже зеркальная. Они знали, конечно, казахский язык, и про них написали вот этот уранхай, вот этот винец и так далее. А, Вот на таком уровне, поэтому эту расовую часть я пропустил. Я думаю, это очень хорошо, потому что как минимум там то, что называется на расовом уровне каких-то проблем, каких-то, не знаю, чувств неполноценности у меня не было. А дальше, мир для меня раскрылся уже, ну, можно сказать, во взрослом, периоде. Одно дело, когда ты ребенок, растешь с этим, Да. приходишь домой, и тебе говорят, что у тебя не такой разрез глаз, не такой цвет кожи. Другое дело, когда ты взрослый человек. И поэтому в этом смысле, а, я бы сказал бы, что мне повезло. Но, о можно сказать, как типаж, бывали времена, когда, там, особенно после каких-то террористических атак, прочих вещей, там, ну, не знаю, просто в автобусе проверяли мои вещи, например, и так далее. А, это не на человеческом уровне, не то, что кто-то про меня говорил, это какой-то протокол спецслужб в разных странах, ну, в аэропортах. Сейчас с этим, конечно, м, стало лучше, но, ну, я думаю, тоже это показательный момент. Мне очень приятно, когда вся очередь стоит, и тут тебе подходят двое в середине очереди, и ты при них открываешь ручное платье или что-то у тебя специальными маркерами, мазками проверяет. Там. И это не очень приятно. Мгм. Всегда. Ну, Да, любая дискриминация, да. которая не относится к каким-то определенным вещам. Одно дело, там, мы ищем актера, там роль, Роль я не Алан знаю, Чингисхана, мы ищем, где вы, вот вы подойдите. Я бы, конечно, в этом случае а, не возмущался бы, но бывает не так, к сожалению. А вот смотрите, мы с вами немножко поговорили про, расизм и про фашизм, возможные, невозможные. И вот в последнее время активно развивается, деколониальная оптика. Я хотела бы с вами сверить часы по восприятию о том, поскольку я слушала ваше выступление, оно мне показалось таким очень близким. Деколониальные движения, деколониальная оптика — это все взаимосвязано с теми рисками, с теми тенденциями, которые проявляются как расизм и фашизм. И как вы вообще воспринимаете эту деколониальность? Можно я немножко вас опережу? А, я очень это гуманно отношусь. Я теперь быстро рассказываю свою Это очень такую хорошо, да. Да, нелицеприятную, да, а да. потом, у собеседника. Не скрывать свои хитрые вопросы, Да, да. да, Это я, очень видите, хорошо, я сперва, показал. сама об этом говорю. Дело в том, что я воспринимаю, деколониальную оптику не то, что, как вот многие сейчас исследователи, особенно там, я не знаю, за рубежа говорят, что вот, такие, например, центральные азиаты поехали, там, условно, по Европам, начитались всего, и теперь вот они, заразились вот этим деколониальным вирусом и несут. Они воспринимают это вот как вот некоторые там переболеют скоро. Я отношусь к деколониальной оптике как к чему-то, что было во все времена во всех народах. Это такое движение за субъектность, за сохранение своей культуры, за переоткрывание себя, если долго было сокрыта культура, история и что-то такое. Для меня самая большая проблема в этом во всем — это вопрос языка. Это очень неудачная формулировка,
и которую невозможно сегодня перевести ни на ну, как казахи перевели, и вы про это сами скажете, да, наверное. А мы пытались, я на разные аудитории в Кыргызстане, тестировала, предлагала вот даже, казахскую версию, и она скорее отторгается, да, потому что мне объяснили, что казахи имели в виду. Казахская версия в Кыргызстане вы Да, да, слово, тестировали? слово, слово. Ну, конечно, не будет, да. Почему? Ну, А, потому что это кстати, вот казахское интересно. слово, но, Давайте его произнесем. а, Татарстану? Да. Да, не. Ну, можно говорить и так, и так. Я лично считаю, что, в принципе, от терминологии, не зависит многое. Конечно, если это какая-то, концептуальная дискуссия, это важно, но, это нормальное слово, которое используется, и притом в разном контексте, и людьми, далекими от так называемых там западных, университетских и прочих концепций, и человек, который так не выходил из своего, города, района, тоже может использоваться. Насчет, того, что вот там взяли, переболели, и все уйдет. То же самое говорили и про, антироссийские движения, то же самое говорили и про феминистические движения. Говорили про это там 100, 150 лет, 200 лет говорят. Это, конечно, не меняется. Опыт Африки, которая, ну, шел активный процесс деколонизации, в том числе и, военный. Люди, которые строили свое государство, разные государства по-разному. До сих пор, например, я часто про это говорю. Гана, например, одна из первых стран, первая страна Африки, которая, завоевала независимость, там, не добыла, не отдала, не получила, конечно, завоевала. И вот до сих пор образование на английском языке, медиа, публикации на английском языке, в отличие от местных языков, это большая проблема. С этим они сталкиваются, и с этим они говорят уже сколько лет прошло, да? Там 70-80 лет прошло. 50, скажем так, больше 50 лет прошло, со времени, независимости, еще больше лет, еще больше десятилетий со времен борьбы за это. Это вопрос, и не забыт, и дискутируется, и до сих пор про это говорят. Я, отношусь вообще и к оптике, и к процессу, утилитарно. Неважно, как называется этот процесс, неважно, концептуально он подходит или нет, или там для некоторых людей какие-то терминологии вызывают отторжение. Главное этим надо заниматься осознанно каждому человеку, начиная от там человека, который торгует лепешками, да, человек, который, рисует гербы и меняет конституции. Это относится ко всем, это должно делаться осознанно. И насчет, вот когда я тоже слышу, что вот несколько человек там обучились, знают английский, где-то начитались всяких странных вещей, кто-то сейчас делает и ставит. На самом деле, например, процесс деколонизации например, языка. Люди, которые, например, защищаются, что в каком-то, например, приложении или банкомате, например, нету казахского языка. Это не люди, которые начитались чего-то. Они говорят, ну почему нету казахского, мы тут не можем это сделать, или тут пришел штраф, как раньше было. Сейчас, конечно, не так. Штраф за там, нарушение правил дорожного движения на русском языке. Типа, для этого человека нет там концепции, да и прочих вещей нету. Он у себя в стране на государственном языке хочет получить и как гражданин, и как человек услуги и внимание. И я думаю, это самый важный двигатель деколонизации, среднестатистический человек, а не какие-то а, люди, которые занимаются концепциями, или люди, которые в этом смысле являются радикальными активистами. А, Их существование очень важно. Люди, которые поднимают планку, это очень важно. Потом сверяет с другим опытом, сверяет с всемирными, общечеловеческими концепциями. Это очень важно, но и важно в этом смысле движение любого среднего человека. Ну, как бы любой человек будет приходить в ресторан и говорить, почему нету меню на кыргызском языке или казахском языке. У этого человека, ну, один придет, второй человек, там, не знаю, оставит заявление, там, встретится с менеджером. Даже
чисто для коммерческой организации, которая занимается заработком денег, да, что они какие-то люди, которые пришли и не удовлетворились, например, языковой политикой данного учреждения. Это тоже большой вклад, и это тоже большое движение, поэтому ну, я не обращаю, всегда говорят. Ну, как всегда говорили, и говорили про алашевцев, говорили и вообще про наших интеллектуалов в Кыргызстане, в Казахстане, когда их расстреливали, что вот, понабрались буржуйско Идей. националистических или там исламистских и прочих идей. Это всегда говорили, это не изменилось и не изменится. Там кто-то за деньги, кто-то за идеи и всякие вещи. Я думаю, это не так важно, что говорят, и вообще прислушивается к тому, что говорят. Другие вот, не прислушиваются. Это и очень важный момент. Но почему я задаю вопрос, чуть поясню. Мгм. Вы знаете, дело в том, что вот это отсутствие концептуального языка общего вообще, и в том числе, например, между казахами и кыргызами. То есть мы с вами разговариваем, допустим, или наша аудитория разговаривает, например, на казахском, на кыргызском, неважно, как они это обозначают. Да? Слово деколонизация пугает людей, как многие Любые латинские, сложные да, слова. сложные слова. И я приведу пример. Как Вы знаете, электрификация пугала, да. да, ой, вообще страшные Ну, слова. мгм, Я почему приведу пример? Я как-то читала живой журнал давным-давно, к сожалению, не сохранила мемуар. Писал человек, казах. Он как раз писал воспоминания про Желтоксан мгм, и про события предшествующие и после. И вот он говорит, мы были студентами, мы так горели, мы разрабатывали, писали лозунги, но вдруг мы поняли, что мы не знаем, как себя обозначить. И один из нас, он был аспирант какой-то, он съездил в Индию, приехал, говорит: "Я знаю, это антиколониальное движение". И вначале, говорит, нам это не очень понравилось, потому что нам казалось, что это сугубо индийское, но потом мы его приняли. И мы поняли, что на самом деле, то, что мы занимаемся, это в том числе деколониальное. Мне это интересно, потому что этот человек описывает мемуары, связанные с событием, которое очень важно и которое сегодня тоже по-разному интерпретируется до сих пор. И когда, я объясняю студентам и выступаю, я понимаю, что, например, в Кыргызстане вот вчера была презентация 80-90-е годы. Это движение, которое мы называем, да, ДДК, да, или КДК, то есть демократическое движение. Еще называют там национально-освободительное, кто-то называет националистическим, да, кто-то называет, ну, очень можно разных названий. И все таки еще один приведу пример. Вы знаете, мы исследовательская площадка СМД, да. мгм, На самом деле это, прекрасный инструмент, который я для себя открыла давно, который называется Memory Studies and Memory Activity. Если бы я его в такой же формулировке попыталась инкорпорировать в Центральную Азию, в Кыргызстан, меня бы, в Казахстане. в Кыргызстан. Ага, да-да. То есть, я в М, Японии, в среде исследователей, единомышленников открыла этот инструмент, изучила методы, ценности, и мне он показался очень близким. И я подумала: "Классно, это то, что нужно моему обществу". Но летела я в самолете, думала, вот если я назову это так и скажу: "Классная вещь есть, называется Memory Studies, Memory Activity", мне скажут: "Ну вот электрификация всей страны у нас уже была". Да, то есть, сама формулировка, она, там, не знаю, демократия, парламентаризм, все такое прочее. И, тогда, мы с моими единомышленниками собрались, у нас был классный мозговой штурм, и мы назвали это СМД, да, СМД. Жар, я сегодня иду брать интервью у бабушки в селе, у депутата в парламенте, у любого человека, кто понимает этот смысл. И я понимаю, как и эти люди, айксың, қаяқтан боласың. Есімде дегенде они понимают, вот какой-то код, ключик поворачивается, и люди начинают рассказывать и разговаривать. И я поняла, что этот поиск языка и вот это общее представление о том, чем мы сегодня занимаемся, оно сработало. Я вот про это, про это. я абсолютно понял, согласен. Во-первых, я бы так сказал бы, что вот у казахов есть слово. Конечно, мы используем и деколонизация, вот и колониализм и прочие вещи, но у казахов есть слово, мы должны найти для кыргызского языка такое слово. Мы Э, попытались. ну вот попытались, да, это понятно. Типа, не обязательно. Во-первых, типа, зачем Давайте казахское казахское слово? нет, давайте казахское слово чуть-чуть разберем. Почему М. именно так? Отар, отарсыздану, отарлау.
Это связано со скотоводством. Это пастбище. А, отарлау буквально означает сделать место своим пастбищем, то есть завоевать. Отарсдану — это лишение. Поэтому это слово у нас использовалось и в литературе, в таком же понятии. Конечно, когда люди пишут какие-то научные статьи или переводят, иногда делают метку, что, конечно, слово, которое в народе, в литературе развилось, не обязательно должно подходить по каким-то концептуальным параметрам заимствованного слова. Но это тоже не говорит, что нельзя национализировать слово, сделать его своим, если это работает. Потому что история показывает, например, ну, когда я там занимался историей Турции, реформация современного турецкого языка при кемалистской идеологии в Республике Турции, оно оказалось довольно сложным, потому что некоторые слова просто не приживались вообще, а от некоторых слов народ не отказывался. И они даже придумали свою теорию, почему некоторые слова, арабские слова, остались в турецком, и им пришлось даже в то время, в 30-х годах, придумывать идею, что это на самом деле было тюркское слово, которое арабы М. заимствовали. Это, например, слово там «ве», то есть в казахском раньше использовали, сейчас литературно типа Какой? «ва», как «и», союз. Мгм. Хотели его убрать, потому что это арабское слово. Потом оказалось, что он не убирается. А, и решили, что это тюркское слово. Вот есть подобное слово в якутском языке. Даже на самом деле в монгольском есть слово «ба», которое очень близкое, подходит. Конечно, не арабское слово. И сказали, что на самом деле это тюркское слово, я составляю. Некоторые слова не уживались, и это очень нормально. Мы знаем, как работает сленг, как модифицируется язык. И некоторые вещи просто не приживаются, а некоторые вещи приживаются. И когда Мгм. иногда очень же удивительно бывает, что в каком-то языке, даже, например, в Центральной Азии, там азербайджанский и прочий язык, какое-то слово, оно прямо такое Мгм. заимствованное слово, и оно прижилось и остается, и люди его используют. Например, у нас для этого есть свое слово, и это кажется немножко странным. Мгм. Вот азербайджанский они ж взяли и оставили, а, например, иностранное слово, да. Например, в казахском все месяца называются по-казахски. Так было не всегда, потому что у нас, ну, исламский, мусульманский календарь, он не подходил григорианскому календарю, и поэтому, ну, для нас сейчас там желтоқсан, вы говорите, декабрь — это очень нормально. И когда мы видим, а, названия месяцев в других языках, например, в том же кыргызском, прочих, узбекском, это немножко бывает странно. Типа, хоп, как, так как у нас есть там Наурыз, Желтоқсан, а там у них декабрь и март. Типа, как такое возможно? Вот язык такая странная вещь. Конечно, у казахских названий месяцев были свои казахские предпосылки, не совсем совпадали астрономический, но мы так приняли и оставили, и это супер, по-моему, например. Сейчас даже ну, если бы Желтоқсан как движение называлось декабрь, вот звучит странно, декабрь, вот, Мгм. например, да? Декабрист. Например, Не. например, да? Поэтому Хотя. так работает Мгм. язык, ну, особенно декабристы с этим, с элитным движением и прочим, это народное движение. Поэтому так работает язык. В Турции в какой-то момент они просто с некоторыми словами ничего не смогли сделать, а некоторые слова зашли, типа неологизмы, которые придумали, зашли прям как по Да. маслу. Поэтому я думаю, это примерно как маркетинговые лозунги и прочие Мгм. вещи. Мгм. Что-то работает, что не работает. Иногда рационализировать очень сложно. Вот типа у нас должно быть свое слово, не обязательно. Ну, например, да. И еще очень важно, что если эти слова используются в обиходе, то это становится нормальным словом. Ну, в странах, где, например, про феминизм не говорят или говорят в каком-то негативном ключе, это какое-то для некоторых людей отталкивающее слово. Если оно в обиходе, если это часть каждодневного лексикона, и оно ассоциируется с важными реформами и
и движением, то Мгм. оно позитивное. Поэтому сам язык, само слово в этом случае, я думаю, решает мало. Мгм. А, Но ну, я не если соглашаюсь, если но я, есть если э, есть казахское слово, ага. которое используется, например, в разговоре, когда используются без нужды заимствованные слова, это, конечно, тоже отталкивающая вещь, когда есть там, вещеслово, например, да. Когда вот нету слов, то в этом случае простительно. Я не говорю, что всегда должно быть так. Ну, хорошо, я все равно поищу какую-нибудь, ну ладно. А теперь скажите, пожалуйста, Но тогда вам нужно говорить, что вот казахов есть слово, а мы надо, нам вот не тогда оно так, сразу тогда не пойдет. появится. Нам надо говорить. И слушайте, это работает у нас. У нас это работает. Даже у казахов это есть, а у нас нет. И у нас оно, И тогда это работает, да? ну, это же как бы это, да, это работает. Да, ну да. Вот, например, слово там, может быть, я сейчас топор верну, да, ну вот как бы кокпар, Мгм. а у нас же по-другому, Да. да, и вот это же это, Ну, мгм. может быть, дело даже не в слове, а дело, вот в самой претензии, а вот, может быть, это дело вот в этом эрегишкенством. Вы Это скажите, ага. пожалуйста, вот как вы думаете, казахи и кыргызы — это разные народы? Ну, в отличие, во-первых, казахи и кыргызы — это разные нации. И это, я думаю, самый важный момент. Мы народы, у которых есть государство, и поэтому мы нации, и не все народы нации, но многие нации часто э, у них есть как общность народ. Поэтому мы абсолютно различные. В этом ключе близкие ли мы — это другой вопрос. Насколько мы близки, это совершенно другой вопрос. Но самое важное, что это, например, что очень часто мы слышим в африканском контексте, что, например, там они говорят, например, есть Йоруба, там какие-то другие, которых называют, например, tribe, как племена. А этих, некоторых из этих племен 20 миллионов. И они там большинство каких-то стран, а каких-то там исландцев, а, норвежцев никто не называет так. Типа, даже если тебе 350 тысяч, Мгм. типа, ты народ, там, people, nation, конечно. И в этом ключе очень часто люди смотрят на современных казахов, кыргызов как на родословном уровне, очень часто на уровне вот там племен и так далее. В первую очередь, это очень хорошие 2 примера, нации строительства. Что если посмотреть, на структуру племенную, этническую, генеалогическую структуру, то есть те роды, которые есть у казахов, есть они у башкир, башкуртов, есть они у кыргызов, есть они у узбеков. А вот те же найманы есть везде, те же хунраты есть везде и так далее, что мы должны понимать, что, например, там, казахская нация это политическая идеология, и то, что сделало их казахами, не то, что они относятся к определенным родам и так далее. Поэтому это разные нации, но у нас есть очень много общих составляющих. И я думаю, то, что мы так часто спорим, так много обижаемся из-за Кукпара, можем устроить большой-большой переполох. Люди, которые обнимались, целовались во время Олимпиады, потом вдруг становились, там, не знаю, антиказахскими, антикыргызскими. Это на самом деле тоже, я думаю, показатель того, что мы близки. Обижаться на человека, который где-то вдалеке, там, обижаться на человека, который не мой друг, который мне не брат. Вот брат меня не поздравил, я обижаюсь, да, и начинаю писать там антибратские. Вот это другой разговор, поэтому это показатель того, что мы близки, но и очень часто так работает империя, что важная часть, вот, даже такое избитое выражение, там, «разделяй властвуй», это очень важный аспект вообще любых империй, что когда
понятно, у любой империи есть доминирующая группа, которая в центре, которая идеологически и культурно, иногда даже расово или этнически, лингвистически доминирует. Но важная особенность удержания всех этих разных народов внутри империи, чтобы они друг от друга отличались. Мы знаем, например, там Руанда и прочие примеры, что они могут иногда создать этот конфликт на ровном месте, там, тутси, хуту, их даже не бывало. Я не говорю про казахов, кыргызов, это вообще общности, у которых было государство, ханство, и история большая. Поэтому это тоже отголосок того, что мы прошли имперский колониальный период, и поэтому мы всегда знаем, когда распадаются империи, локальные конфликты всегда интенсифицируются, и многие из этих вещей, они остались там. Ну, я думаю, самая обидная часть и негативная часть, что, например, когда человек занимается историей Казахстана или Кыргызстана, казахов, кыргызов, где-то там, не знаю, в документах находишь что-то там, там, к нам подошел киргиз, как они пишут. Мгм. И ты думаешь, блин, это казах или кыргыз, и надо тут посмотреть. Конечно, в зависимости от периода, там, после 25-го года, Неловкая ситуация, да? абсолютно, потому что иногда там и я не говорю про людей, которые, когда говорят, там, к нам подошел молодой киргиз, Турар Раскулов, например, там и они очень часто берут, там, я видел диссертации, что вот там эти люди, а потом подошли киргизы. Я говорю: "А какие киргизы там где-нибудь там, не знаю, там, в Акмолинской области, например", да? И поэтому очень многие такие вещи нам еще обиднее, что нас Да. специально путали, нас называли по-другому, придумали там, а, выражение "каракыргыз" и так далее. Каракиргиз, конечно, в русском использовании. И все это, конечно, оставляет большой отголосок, потому что иногда людям приходится доказывать, что это не кыргызы, это казахи. И наоборот. Там, кыргызу. Это не про нас, это про них. И иногда некоторые вещи там человек просто путешествие писал, там нам встретились такие люди, и это мы никогда не узнаем, что на самом деле это был казах или кыргыз, который там человека накормил, спас или побил. И вот это такая вещь. А когда вы Поэтому, думаете, что когда казахи стали казахами, кыргызы стали кыргызами? когда казахи стали казахами, когда кыргызы стали кыргызами, если немножко уйти в теорию, чтобы, а, ну, идея очень простая, что чтобы создать нацию, нужна политическая идея под ней. А, Называется, конечно, национализм, но я имею в виду, сейчас национализм, у национализма очень много коннотаций, но там 19 век. А, Это, конечно, очень такое позитивное, освободительное и очень такое положительное выражение. И если у народа есть желание построить свое государство, то оно двигается в сторону нации. Например, там то, что мы говорили, Jewish Nation до Израиля, считается, что они существовали, конечно. Никто не говорит, что их не было. Когда вдруг появились там в 1948 году, когда декларировали свое государство, желание построить государство, свое государство, и есть большой показатель, что это не просто народность, а это осознанное, уже зрелое движение. И когда, ну, если, например, брать казахов, то с этим вообще легко. У нас было свое государство, казахское ханство, поэтому люди, которые исторически тысячи лет назад относились к разным родам, если они приняли эту политическую идеологию. Поэтому нация не появляется абсолютно с нуля. И с нуля строить нацию очень сложно. Вот советский опыт, чтобы построить советскую нацию, развалилась, и том разваливается до сих пор, и дальше будет разваливаться, что все равно нужна хорошая политическая, идеологическая, культурная
многие считают даже этно-националистическое ядро, возле которого строят а, государственность и нацию. И в этом ключе и исторически и кыргызам, и казахам повезло. У нас а, долгая, давняя, древняя М, история. Я не говорю, что, ну, например, даже там опыт американский и прочее, не обязательно иметь долгую историю, можно да, построить государственность абсолютно, но понятное дело, что в данном случае мы говорим, что у нас была государственность, которая прервалась колониальным периодом, и мы вернулись. И все эти риторики, что там до Назарбаева не было государства и прочее, конечно, и тогда выглядели смешно. И вот там, если бы там Джордж Вашингтон сказал бы, до меня не было мгм. американской нации, окей. Я не буду спорить, мне кажется, что вы, наоборот, доказали, что, пока появился этот конструкт государственной границы, Мгм. мне кажется, это все таки часть единого. И здесь, не буду спорить, я Мгм. просто приведу. Я тоже скажу, я думаю, что я думаю, да. М? Ну, окей. Насчет того, что мы были частью единого, все мы были частью единого. Арабы и евреи были частью единого. Поэтому в том смысле, что мы были частью единого, это с этим никто никогда не спорит. Даже люди, которые не верят в Как это не эволюцию. спорят? Ну, Вот например. казахи и кыргызы, вот я просто Мгм. боюсь, чтобы мы сейчас в этот примордиализм ушли, Да. и, казахи и кыргызы постоянно и на фоне, вот этой игры, на фоне всего спорят, там мерятся, кто древнее, Мгм. многообразней, дюзней и всё прочее, Мгм. прочее. И вот это вот, чем больше они спорят, тем больше они, а, отдаляются, да? И, дело в том, что, ладно, люди в сетях спорят, но и государство этот конструкт всё больше усиливает и наращивает. И мы и не только казахи и кыргызы, да. Когда мы берем Центральную Азию, Мгм. я не говорю про там давние времена, я там не специалист, но даже вот возьмем там эти последние 30 лет, я вижу, как, узбеки переписывают свою историю, причем казахи переписывают, кыргызы. Мы все сейчас формируем свою историю, и мы, даже которые даже которые в советское время были как некоторый регион, мне кажется, что мы еще больше и больше отдаляемся. Я уже не говорю про войны за определенных исторических личностей, которых пытаются сейчас определить в этнические границы, которых тогда, на мой взгляд, не было. И эта претенциозность, она нас отдаляет и делает нас слабее. Мгм. Я насчет границ скажу. Границы были всегда. И очень часто, когда особенно в русской историографии, может, сейчас вот у казахов не было границ, люди часто путают, что там делимитация, разграничение границ, там тут стоит какой-то пост, камень, что это земля Хаммурапи. Э, Границы были всегда, человек всегда знает, что это мое место. Разграничение — это другое. Границы есть не только между другими, они есть внутри родов, семей и прочих. Это было всегда. То, что не было границ, а, это неверно. Границы были не такие, у них была другая юридическая составляющая, но границы вот тут заканчивались греки, там начинались варвары там, и так далее. Поэтому с этим это важная вещь. С другой стороны, что вот когда мы 30 лет пытаемся, можно сказать, сконсолидировать свою государственность, когда некоторые идеологии говорят, что у нас не было государственности, что нас не существовало, ну, там, узбеков, казахов не существовало и прочее, я не считаю, что отход, то, что вот мы были одинаковые, разные, разделились, это очень конструктивный подход, потому что мы живем в мире сейчас, где доминирует государство, государственность. Национальные государства, нации, государства. Если мы вернем 100 лет, 150 лет, то государств станет намного меньше. Государства не всегда были важной частью, особенно в таком понимании, в таком национальном, в нации понимании. Но сейчас такой мир, что все строится вокруг них. Субъектность государственная, политически строится вокруг них. То, что мы государство, это то, что отличает нас от Татарстана, отличает нас от Саха
и прочих вещей, потому что у тебя есть государство или у тебя нет государства, меняет очень много вещей, начиная от языковой политики. Когда мы говорим, переписываем историю, это очень нормально, всегда их переписывали, и мы будем переписывать каждый раз. А, и, э, и история служила идеологией, подписывался по них. Все летописи написаны, люди очень часто говорят, вот, первоисточник, там Нестор какой-то, я не знаю, там Рашид ад-Дин, они не писали там, свободная история. Они всегда писались под определенной идеологией. Это нормально, с этим ничего не сделаешь. Главное, чтобы была свобода. И я думаю, историю будет писать, и те же истории, те же учебники и прочие вещи с изменением политических, интеллектуальных и прочих течений будут переписываться и еще. Но одно дело, когда ты пишешь или твою историю пишет другой человек, тебя лишают голоса, и там энциклопедию, там, если казахскую энциклопедию, там, не знаю, принимают где-нибудь в Москве, это другой разговор. Но насчет государственности, я думаю, это важный момент и важная ценность, потому что мы часто говорим, люди часто говорят, что чем отличается диалект от языка. У языка есть своя там армия и флот, иногда там флаг и государство, поэтому государство сейчас очень важный формат. То, что, например, происходит в Палестине, если бы Палестина была признана государством, даже маленьким, или даже 2 раза государство, сейчас все это шло бы абсолютно по другому ключу. И поэтому нам важно, что у нас сейчас есть государство. Там то, что когда-то было государство, тоже важно, но оно менее важнее, потому что, у и Казанское ханство, там, и Крымское ханство, многие вещи, они тоже были государствами. Я про Ближний Восток и Африку вообще не говорю. А то, что есть государство, это очень важно. И я думаю, мы должны принять то, что мы разные нации, у нас разное государство, разная юрисдикция, разные языковые и прочие политики, но это никак не лишает того момента, что у нас очень много общего, у нас очень много общества, начиная от там культурных, языковых, генетических и исторических, и это очень важно. Но то, что а, мы разные государства, и мы должны это ценить и как граждане, и как политики, что мы отдельное независимое государство, я думаю, это тоже очень важно. Просто я рассматриваю государство как, разные, образования и разные сообщества, рост сообщества, в том числе нормативные. Например, я смотрела, сколько разные империи, существовали, и, считается, что османская вот одна из тех, которая была дольше всего. М, Да, это и один м, один из, главных причин, почему Османская империя дольше всего, находилась, ее открытость. Ее этническая и религиозная открытость, терпимость относительно других, которую давала эту мобильность, которую на самом деле очень рациональна и функциональна. И, эта мобильность и открытость, и отсутствие вот таких зажатых, рамок, иерархий и границ, оно давало возможность этому государству, находиться больше других. Вот. Что касается казахов и кыргызов, ну да. я большой любитель футбола, я люблю спорт, по внешности это не так. И я иногда смотрю футбольные матчи, мне становится плохо из-за судейства, из-за неудач, из-за места там, проведения, например, там чемпионат мира в Катаре зимой, и он сломал много сезонов, много игроков и прочих вещей. И поэтому в этом случае то же самое. Любой спорт, особенно если он не международный, Вы сейчас если хотите а? реабилитировать, Нет, я просто говорю ситуацию? в том смысле, я, если честно, не сильно вникал, но это только часть жизни, это какая-то организация, какой-то матч, и если из-за этого делать какой-то большие, вот там казахи всегда такие, кыргызы всегда там недовольны, казахи всегда заслуживают и так далее. А, скажем так, мы все должны из этого вырасти. Это не меняет нашу жизнь, это не меняет нашу экологию и многие прочие вещи. И я думаю, и в стопудово даже можно приглашать
независимых судей. Можно делать на нейтральной территории. В Узбекистане матч между Казахстаном и Кыргызстаном. Это нормально вообще, легко решается. А, Решит ли это все наши проблемы всех наших государств? Не, наверное, нет. Мне кажется, что, вот это вот как раз таки конструкты, которые проявляются после того, как, это как раз таки от, а, отсутствия знания, понимания каких-то вещей. И мы должны понимать, что эти вещи из разделяй и властвуй, что разделяет нас вот Абсолютно, эта конечно, да. темнота, когда мы не знаем контекстов, когда мы не знаем вот этих нюансов, когда мы конечно, когда происходит вот этот переход за черту, когда нарушаются какими-то конкретными людьми какие-то очень важные правила, связанные с древнейшей игрой, которая, очевидно, видел еще народ, до кыргызский. И вот это вот очень важные моменты, которые почему-то вот во всех этих дискуссиях, они очень сильно исчезают. И я хочу вернуть эту тему, связанную с деколониальностью, потому что на самом деле это все про это. Мне кажется, что это колониальные, формы, топоров, которые мы с вами рассматриваем сейчас, нам же проще это как с травмами, да, нам проще травмы закопать, люди стараются не трогать эти травмы. Например, memory studies или, ну, как бы, ну, не знаю, терапия говорит о том, что надо их открывать, их надо прорабатывать. Мы иногда забываем, что мы вышли из Советского Союза, где, ну, там не то, что там архивы открыты и так далее, литература историческая, научная, была под большой, идеологической цензурой. Мы не вышли из стран, где люди переписывались свободно, у нас люди не выезжали. Я говорю про Советский Союз. И поэтому у нас в этом плане работы намного больше, чем, например, у той же Индии, например, где люди выезжали, не было такого, а, скажем так, тотального контроля. И поэтому это все отголоски того периода, что за это время, когда, ну, можно сказать, там часть наших архивов не у нас на руках. Не то, что они не расшифрованы, они лежат где-то, там в Москве, например, в Санкт-Петербурге, в других местах, в Ташкенте, например, да, учитывая, что большой туркестанский фонд находится там. Но в любом случае, чтобы пережить, понять, одолеть любую травму, я думаю, надо изучать, надо знать, притом разносторонне, работать вместе. Не по этому конкретному вопросу, а по всем другим Да, историческим, культурным и прочим вопросам. я думаю, Спасибо, я нам очень надо рад. бежать. Да, Да? спасибо, Вам что спасибо большое. С вами очень пригласили. интересно, разговаривать. И давайте будем разговаривать и еще. Может быть, мы, даже поставим какую-нибудь цель, что-нибудь поисследуем. Я очень рада, что у нас появился, вот эта возможность поговорить именно с центральноазиатскими исследователями. Как говорится, самих себя описать, самих себя, ам, препарировать, посмотреть, как мы, кто мы, почему нас так называют. А, это очень важно, даже, как оказалось, между казахами и кыргызами. Спасибо, да.